Молчаливые свидетели прошлого, каменные исполины, словно павшие воины, стоявшие насмерть за свою землю и свою историю. Веками они уходили в забвение, под натиском времени, под грузом событий, под землей, поросшей травой. Селение Хули. Эти руины, раскинутые на поле боя камни, хранят величайшую тайну, подлинную летопись целого народа. И сегодня ее буквально достают из-под земли, по крупицам, по камням, возвращая из небытия. Благодаря масштабному проекту, инициированному меценатом и предпринимателем Михаилом Гуцериевым, на месте ведут изыскательскую работу специалисты ISM Group, которые с первой минуты нашего общения заверили нас, здесь хранится история, о которой никто доселе не подозревал. К сожалению, на сегодняшний день, я в этом убедился уже очень много раз, никто в республике не знает точное количество башен, склепов и прочих исторических сооружений, которыми очень богата в республике и которые на самом деле очень уникальны и, к сожалению, в большей степени находятся в аварийном состоянии. События последних столетий уничтожили очень много башен и склепов, но их остатки, их руины, их основания, которые иногда скрыты под землей, их, конечно, очень много. Поэтому благодаря благотворительным фондам Сафмара Возрождения, собственно, и стартовала вот эта объемная, долгая, сложная, трудная, изнурительная программа по выявлению всех объектов в горной части республики. По официальным данным из государственного реестра, здесь в селении Хули, или на русском Гули, значилось 18 объектов. Одна боевая башня, 8 жилых и несколько склепов. Но после тщательной работы картина радикально изменилась. Фактически специалисты обнаружили не одну, а 3 боевые башни, считавшиеся уничтоженными еще в середине 19 века. Не 8, а 33 жилые башни. А общее число исторических объектов выросло с 18 до 56. И просто невероятно найдены более 150 древних стел с захоронениями. И так во всем Хули, верхнем и нижнем. История, как бы говорила, здесь 3 боевых башни, которые исчезли в середине 19 века. Все 3, благодаря этой работе, все 3 они обнаружены. Все 3 мы можем сегодня указать. Это реально 3 основания боевых башен. Хули — это не просто высокогорное село, это целая крепость со своим укладом, законом, военными укрепобъектами и жилым сектором. И в гармонии с вышесказанным особое место занимал духовный и культурный центр. Здесь веками формировался сакральный ландшафт, включающий в себя родовые склепы, святилища и храмы, воины, охранявшие мирную жизнь. В этой местности, учитывая все риски и возможный маневр врага, раскинули боевые башни вдоль всего башенного комплекса Хули. Вот это позже переделка. И вот мы видим боевую башню, как среднестатистические наши классические боевые башни, она ровно 5 метров. Контур он четко сохранил, и больше того, толщина стены здесь метр. То есть еще указывает нам на то, что это четко боевая башня. А вот остатки третьей по счету боевой башни, обнаруженной специалистами. Она располагается в самой северной части села Хули. Мы нашли все 4 угла. В основании 4,80. Лишний раз доказывает большие объемные камни, что это основание именно боевой башни. Эта башня стоит на самом возвышенности. Соответственно, пониже стоят по восточной и по западной стороне 2 еще остатки боевых башен. И мы сегодня можем с точностью сказать, что селение, которое пострадало в 1832 году, она принципиально может вдохнуть вторую жизнь, 90% восстановить те строения, визуально хотя бы, которые были. На момент преступления, когда мы приступали к работе на комплексе, мы знали, что есть какой-то ряд строений, но когда мы приступили, этот башенный комплекс нас очень сильно удивил. Тем, что не только мы сейчас говорим за боевые башни, это, конечно, уникальные объекты, возможно, они остались бы
не раскрыты, если бы не было бы этой программы, если бы не были бы заинтересованные люди. Каждый найденный фундамент, каждый камень был точно зафиксирован по координатам и внесен в базу данных. Это не просто цифры, это возвращение целых пластов истории, которые считались утраченными навсегда. Благодаря предпринимателю и меценату Микаилу Гуцериеву из глубин земли достается то, что пытались похоронить время, погода, войны и недруги ингушского народа. اوز هون غال ملاخني كرت مشاخني قي مشاخن دعو مشاخني تكون تقاس لوج هون حمل دين دوج دو حمتي هون حتى انا دي حقوا دي هون شو قهي قات كيجسنا هون شي ملدو حم ملا مشاخ فتخن دول حم حنيس دي حوت تات غار هون تسميك الى هون وقمن دجلات دو وقت وقت مت دا رزق سو واقل اسهون تو بيج بو سو بينش ناخا ثاني تو لا تغلق سو ناخ بيخا هون استريسكي هون غالاش حماج ما توتر شو بو سو بير هون اصحى دين اللوج وسقوا ما ددوا تجوا حمد سو دير هون دا بركه سو واقل اسهون از تن لل ملات وتنو استي خود بو بديك بو صار هون وقام تاعي لا صار تاعي دي بارون روزن also князь Абхазов я сар что операция шан чебяка шан полностью юг я и юрт узунах баг да хей багта ор баг ишара валцачар нахцы баг ила я юрт юг я гала жолш хаз даг диха юг я мханир хазер юг мат вот я даг диха ахан тон хагал тахач ан баркул ал жобол бахар ваште бахар масни وقم الحكاية شو دياريا صلخان. Ингушетия знаменита своими родовыми башнями и склепами, но до недавнего времени никто даже не знал, сколько их на самом деле. Многие из них были стерты с лица земли временем и войнами, а другие под слоем земли и буйной растительности. Исправить эту историческую несправедливость взялся благотворительный фонд Возрождения с масштабной программой по инвентаризации всех памятников культуры. Работа кипит. Более 30 специалистов разбиты на две группы. Задача первой – полевая. Они выезжают в горные районы, чтобы буквально вернуть истории ее лицо, расчищают заросли, которые разрушают корнями древние постройки, проводят фотосъемку и 3D-сканирование каждого камня. Вторая ищет следы прошлого в архивах и музеях по всей стране, от Санкт-Петербурга и Москвы до Грузии и Ставрополя. Результат ошеломляет. Собрано более 1000 уникальных исторических книг и сотни фотографий 18-19 веков. Вся эта информация стекается в специально созданную цифровую базу, единую базу объектов культурного наследия Республики Ингушетия. Это не только выявление и понимание ситуации, сколько и в каком состоянии башен и склепов на каждом комплексе и в целом по ущельям и горам, это понимание для будущих работ. Уже будет у любого, кто предполагает начать и делать реставрацию, сколько же на каком комплексе объектов. И что очень значимо и важно, на данном комплексе, как я уже сказал в начале, 18 объектов в реестре объектов культурного наследия. Значит, только 18 объектов защищены юридически. Все остальные объекты юридически не защищены. То есть, теоретически, все остальные десятки объектов можно разломать, испортить, взять и повредить, и за это наказания не будет, потому что они не находятся в реестре. Поэтому следующим очень важным шагом должна стать постановка вновь выявленных объектов каждого комплекса в единый реестр объектов Ингушетии, чтобы в том числе защитить их юридически и физически. За 1,5 года работы из 2560 официально учтенных объектов список пополнился еще почти на 1700 новыми находками. И это только начало. Впереди еще годы работы, а значит нас ждут новые открытия. Адам Мережков, Султан Булгучев, Магаз 24.